Всем прывітанне, гэта стартапніца, праграма Еўрарадыё пра стартап-экасістэму і венчурныя інвестыцыі. Сёння мы размаўляем пра галоўныя публічныя здзелкі 2020 года, пра тое, якія тренды можна ўбачыць і пра лічбу такую зніжэння інвестыцый на 22%. З намі на сувязі Юлія Нехай. Прывітанне, Юлія. Привет. Побач са мной, а таксама партнёр інвестыцыйнага буціка Асер Капітал Максим Додалеў. Прывітанне, Максим. Добрый день. Рады вас чуць. Так, ну што адбываецца ў свеце, у Беларусі ў 2020 годзе, як гэта адбілася на рынку здзелак па зліцці і паглынанні, чаго нам чакаць у наступным годзе? Юля, задавай пытанне. Да, ну прежде всего хотелось бы попросить Максима представить исследования и отметить какие-то самые интересные наблюдения, которые полезно знать специалистам венчурной отрасли и не специалистам. Ну, наверное, начнем с того, что мы сделали на самом деле два отчета. Один из отчетов касается private equity и венчурного инвестирования, а второй отчет касается сделок M&A. И здесь следует сказать, что эти два отчета отчасти где-то взаимосвязаны, потому что часть сделок мы можем включать как в одну структуру, так и в другую структуру. Но в целом оба отчета нам показали о том, что общая сумма сделок снизилась по отношению к 2019 году. Но при этом стоит отметить, что по ряду сделок, которые прошли в декабре 2020 года, мы не имеем четкого понимания их стоимости. И если все-таки через призму, провести призму оценки сделки по отношению к их финансовым показателям, то есть к отчетности, то сегодня, по сравнению с тем, что мы указали, минус 21,9%, все-таки это будет плюс к 2019 году. Также мы видим, что в 2020 году начали приходить новые игроки на рынок, белорусский, в части фондов. И это может не радовать. То есть при всем при этом экосистема, на наш взгляд, растет. Можно вас попросить все-таки уточнить? Я так понимаю, что вот говоря вот о этих сделках, которые, скажем так, они не публичные, точно неизвестна величина инвестиций, вы имеете в виду экзит Melsoft компании и вот инвестиции MyGames в ряд гейминговых студий Беларуси, правильно? Да, все верно, потому что все-таки данные сделки, согласно общей методологии, мы должны относить к сделкам слияния и поглощения. То есть это уже не сделки, которые подразумевают собой привлечение венчурного либо private equity финансирования. Слухайте, Максим, вось для мяне было насамрэч сюрпрызам тое, што ў Беларусі магчымая здзелка, пра якую кажуць, што яна каштавала $500 мільёнаў, да? Наколькі вось існаванне такіх чутак не разварочваюць тренд натуральна, да? Але вось калі гэта апынецца праўдай, рэальнасцю, наколькі тренд развернецца ў абсалютна іншы бок? Бо я так разумею, што $500 мільёнаў гэта такая гіря, да, якая вось яе ставіш на вагі, і яна адразу пераважае ўсё, што было за 2020 год у Беларусі увогуле цалкам. Вообще за несколько лет, я сказала бы. Ну, да, за некалькі гадоў. Абсолютно верно. Эта сделка существенна по своему объему, а также тут надо посмотреть на историю этой сделки, потому что у Melsoft это фактически второй покупатель на сегодняшний момент. Да? То есть изначально первая сделка была совершена с Wargaming, а уже последующая продажа была совершена израильской группе. И если мы говорим там про Moonactive, да,
текущий покупатель компании, то мы можем говорить о том, что это уже развитие этой компании, и сумма сделки, ну, на мой взгляд, должна быть в районе там 350-400 миллионов долларов совершена. То бок не менш. Да. Угу. Ну, И здесь нужно вот еще раз отметить, что это уже вторая продажа. И существует множество там историй, которые нам говорят о том, что когда входит либо фонд, либо стратегический инвестор, он уже думает о последующем своем выходе, да, там, через 3, 5, 7, 10 лет. Или он 3 года они вкладывают, развивают дальше продукт, и потом уже занимаются экзитом. И, соответственно, сумма сделки, она мультиплицируется. И на сегодняшний момент даже есть определенные интересные исследования, которые говорят о том, что есть гипертерминированные мультипликаторы, то есть когда компания растет достаточно быстро, и к ней неприменимы прямые методы оценки EBITDA, умноженное на мультипликатор, потому что она растет просто кратно. Ну и мы можем увидеть такие сделки, и я думаю, что в ближайшем будущем это, скорее всего, это будет сделка дальше уже с Fitbit, да, после приобретения Google. Я думаю, что мы увидим такую сделку с Flow, и это будут уже, с Flow, я в Flow очень верю, я думаю, что там будут сделки в районе миллиарда. Ну, справедливости ради надо отметить, что в своем последнем интервью Юрий Гурский сказал, что не намерен продавать Фло. То есть его цель сделать Фло публичной компанией и выйти на IPO в 2023 году или 2024, могу ошибиться. Вот. Но то, что компания метит в юникорну, это факт. Амбиции там очень большие, ну, безусловно, они не обоснованы. А что Я значит? думаю, что одной из стратегий может быть до IPO привлечение еще кого-то из стратегических партнеров, Да, конечно. то есть какая-то частичная там продажа либо вхождение и уже последующее IPO. Да. Ну, это разумно. А можете, калі ласка, патлумачыць нашим слухачам і гледачам, што значыць вось гэты ступеньчаты продаж? Што значыць кампанію спярша набыў Wargaming, а пасля, я так разумею, амаль адразу прадаў? Ці, праз нейкі... Не могу сказать, насколько быстро. Невялікі час. То бок, навошта гэта было зроблена так? Чым тут цымес? Дело в том, что бывает по-разному, но я допускаю, что была следующая история, которая предполагает, что покупатель, к примеру, хочет зайти на рынок определенных видов продукции, услуг, в данном случае это гейминга в определенном сегменте, и он есть игрока, с которым он понимает, что там есть экспертиза, там есть команда, там есть рынок, они покупают, занимаются этим, дальше происходит понимание, что, может быть, это в целом не их фокус, а их фокус должен заключаться в развитии своего продукта. Они выводят и продают уже с определенным мультипликатором. Это первая история. Вторая история, к примеру, любая ступенчатая продажа подразумевает первое, что компания сумела после смены собственника выстроить и дальше развиваться. То есть есть система корпоративного управления, есть понимание, как работать с инвесторами, как производить отчетность перед ними, как работать. И, естественно, это уже определенная премия к стоимости при последующей продаже. Второе, стратегический партнер дает определенную экспертизу и возможность более быстро масштабироваться. Соответственно, будущая оценка в последующем растет. Вот примерно так.
То бок сэнс у тым, што Wargaming мог са свайго боку нейкім чынам аформіць, увайсці ў сделку па продажы Мелсофт больш кваліфікавана. Ну, я маю на ўвазе менавіта другую гісторыю. Чым калі б Мелсофт просто прадаваўся сам па сабе, Ну, это вопрос стратегических целей просто. Возможно, у покупателей из Израиля может быть более сильная синергия с компанией. То есть мы можем лишь догадываться. Не, ну, вядома, гэта ўсе версіі. Эта сделка вообще была очень непубличная, но сам факт ее, безусловно, тем более в 2020 году, он как бы с одной стороны удивительно, с другой стороны не удивительно, потому что гейминг, он поднялся очень хорошо из-за пандемии. Вот поэтому, да. А можно вот еще вас попросить привести примеры таких интересных и интересных, необычных сделок, которые вот вас как специалиста, профессионала впечатлили? Ну, понятное дело, сделка PandaDoc. Угу. Можно вас попросить как вот специалиста объяснить, в чем весь цимис того, что PandaDoc привлек 30 миллионов, потом обвинили компанию в каких-то хищениях и прочее. Почему это парадокс? Мне как бы сложно комментировать то, что происходило, да, и это может иметь разные подтексты. Мне здаецца, што проста гэта дзве незвязаныя, прабачце, Максім, што перабіваю, гэта дзве незвязаныя паміж сабой рэчы. Тое, колькі ў PandaDoc інвеставалі грошай і іх пераслед. То бок, калі б сделка была на мільён, ўсё роўна... Даже при миллионе идет due diligence, как это, юридический, потом еще программный, или как это называется. В общем, юристы анализируют код и прочее. И когда инвестиции на такие суммы, это очень серьезные все проверки на самом деле. Они на международном уровне происходят. Ладно. Мы должны понимать, что это международная компания, и в нее вкладывали с точки зрения того, что продукт будет иметь развитие свое. И правильно вы заметили, что в процессе дьюдила, финансового, налогового, юридического, технологического дьюдила, инвесторы дали высокую оценку этой компании. И мы должны понимать, что компания представлена не только белорусским резидентом, да, в плане юрисдикции. Поэтому анализируется совокупность всех юридических лиц. Насколько я знаю, что претензии были к белорусскому юрлицу в части каких-то там таких нюансов. Поэтому здесь действительно нету прямой параллели. Ну вось PandaDoc мы пералічылі. Можа яшчэ што-небудзь прыйшло ў галаву з такога галоўнага. Я так разумею, што вельмі нешмат было сделак. Заглядаю зараз у справаздачу. За 2 года было ўсяго 52 сделкі. У 2019 з іх 37, значыць, у 2020 усяго 15. Ну, за выняткам тых, якія былі ў самым канцы года ў снежні. Адна з гэтых 15 PandaDoc, и еще невеликий выбор с 14 остальных. Да, если нашим слушателям будет интересно, вернемся обратно, что частично часть сделок попадают под критерии сделок слияний площади. И вы можете тоже в открытом доступе на сайте нашей компании уже этот счет присутствует. Я сейчас могу проговорить часть сделок, которые мы отмечаем в рамках сделок слияний и поглощений. Ну, первое, нужно отметить приобретение Паритетбанка. Второе, не сильно распиаренная, информационная, это сделка государственной реструктуризации, сделка присоединения Белкарта к банковскому процессинговому центру 100%, потом они добавили, сделали дополнительное размещение акций, разместили между банками.
конечными как бы, владельцами этих структур. Также мы увидели сделку по приобретению фонда национального благосостояния Турции, доли белорусской сети телекоммуникаций, то есть Wi-Fi. Структуры Машенского приобрели 50% доли украинской компании «Экотехник». Ну и стоит отметить активность наших коллег Зубркапитал, сделки по приобретению долей в MyFin Group, в RealBuy. Далее, насамрэч, далее ў справаздачы пачынаюцца ўжо не такія вядомыя назвы і імёны, вось, але бачу одну сделку з украінцамі і дзве сделкі з еўрапейскімі партнёрамі, гэта з балгарскай і з нямецкай кампаніямі. Я так разумею, што все ж таки гэтыя сделкі былі заключаны ў першай палове года, ну, найхутчэй. Ну, а як на дзелавую актыўнасць паўплывала тое, што адбывалася ў другой палове года? Ці, у прынцыпе, вось гэтае скарачэнне да 15 сделак з 37 мінулагодніх, яно б адбылося і так, і інакш, просто таму, што 2020 быў, у прынцыпе, вельмі непростым годам глобальна, а не только в Беларуси? Ну, мы транспарировали вообще фактически международную, точнее европейскую в большей степени историю по сделкам слияния и поглощения. В части количества и в части суммарной стоимости. Совсем недавно вышел отчет по рынку венчурного финансирования в России. Объем рынка в 10 раз больше белорусского рынка. Мы сейчас ожидаем какой-то информации в отношении близлежащих нам стран: Латвия, Эстония, Литва, Польша. Потому что там интересно будет с точки зрения того, какие там тенденции идут. Мы можем говорить, что в России на сегодняшний момент большое количество фондов работает. Первое, как иностранных, так и частных. Многие холдинги создают свои структуры по управлению капиталом, и, соответственно, они делают стартапы, закрывают венчурные сделки. Мы видим, что активно начало участвовать государство в создании таких фондов. И мы видим большую активность со стороны банковских холдингов, как то Сбер, ВЭБ, ВТБ, в формировании и в участии в таких сделках. То есть банки понимают, что им нужно развиваться, и они вкладывают в стартапы, которые дополняют банковский бизнес, которые расширяют портфели клиентов, которые делают дополнительную ценность для клиента, смотрят на ниши. То же самое происходит в телекоме. То есть телекомы в ближайшее время будут очень активны на рынке венчурного финансирования. Вот скажите, пожалуйста, я, в общем-то, хотела тоже как-то затронуть эту тему, вот сравнить как-то вот, как Беларусь смотрится на фоне стран-соседок ближайших, да. Вот эта динамика, которую вот вы наметили по МНДИ, например, сделкам, да, насколько мы, скажем так, смотримся относительно соседей? То есть у нас нормальная динамика
если сравнивать с численностью населения, спецификой экономической модели и прочее, прочее. Либо же все-таки сделок могло бы быть больше, и какие-то секторы, игроки в каких-то секторах, они тоже могли бы быть активнее. Как я уже сказал, по отношению к России в денежном выражении в рамках венчурного финансирования мы меньше в 10 раз, по объему МНД это более 30 раз меньше, чем Россия. Если мы сделаем экстраполяцию на численность населения, то мы понимаем, что пока мы менее активны по объеме, нежели российский рынок, но, наверное, все-таки нам более правильно смотреть и равняться на других и экстраполировать выводы какие-то по отношению к другим рынкам. Я надеюсь, что в ближайшее время мы детально проанализируем Польшу и поймем, что там происходило, как закрывался год. Может быть, это будет какой-то дополнительной информацией, которую мы сможем поделиться. В отношении суммы сделок по отношению к населению близки к Украине, мы видим, что нам не хватает в первую очередь экосистемы, а именно ПВД и изменение законодательства разрешили делать комментирование займа. Нужны другие законодательные инициативы, которые приведут к формированию общих элементов, которые присущи венчурному рынку и английскому праву. Это первый момент. Второй момент: мы должны иметь возможность появиться системам гарантий для совершения сделок сторонами. Пусть это будут escrow счета, банки могут достаточно быстро вести данную услугу. Мы должны иметь экосистему по представлению доступных к приобретению или вхождению компаний, ресурсы на которых можно будет это видеть, работать. И, безусловно, это даст толчок к тому, чтобы профессиональные участники этого рынка более активно работали, делились между собой информацией, предоставляли и работали в коллаборации. Мы уже получили на сегодняшний момент подтверждение от ряда аудиторских и юридических компаний о том, что мы будем осуществлять на постоянной основе мониторинг сделок в режиме реального времени. Естественно, там, где мы это имеем возможность эту информацию разглашать, мы будем двигаться к формированию экосистемы, к внесению, к предложению инициатив, которые позволят нам быть на уровне развитых рынков. А што можна сказаць пра наступны год? Вось менавіта нейкія тэндэнцыі. Я ведаю, што у вашай справаздачы ёсць просто такі сухі пералік, да, вось тэзісна, што чакае рынок M&A у 2021 годзе? Мы уверены, что будет рост в денежном выражении, prediction, скажем так. То есть с активного, я думаю, что мы вырастем по отношению к 2020 году. Также мы видим, скажем, возврат к тем мультипликаторам, которые были в 2019 году. Они в среднем снизились по отношению к
в 2019 году от 6 до 20%. Но это в целом по международному рынку произошло снижение. И здесь в первую очередь повлияла, конечно, пандемия, потому что денег в системе очень много, но они переливаются из одних активов в другие активы. Мы видим дальше продолжение неких государственных реструктуризаций. И при всем при этом мы увидим достаточную активность, я бы так сказал. Ну, а вось што зараз пераважае на рынку? Каго больш? Вы сказалі, што шмат грошай, але ці значыць гэта, што больш пакупнікоў, чым прадаўцоў? Ну, умоўна кажучы. Мне, ну, я чаму задаю гэтае пытанне, мне здаецца, што 2020 чыста псіхалагічна паўплываў шмат на якіх людзей у тым плане, што трэба прадаваць бізнесы, зніжаць рызыкі, а любая прадпрымальніцкая дзейнасць гэта рызыка. І мне чамусьці падавалася, што наадварот, зараз больш людзей хочуць прадаць бізнес, а грошай на рынку не шмат. А вось вы кажаце, што ўсё ж такі грошай шмат, то бок шмат інвестараў, пакупнікоў. Ну, як тут вось гэтая справа? Про то, что денег много, я говорил в глобальном масштабе. Да? А если мы говорим локально про Беларусь, то да, мы видим, что это время в первую очередь покупателей, потому что соотношение суммарной стоимости бизнеса на продажу больше в 2-3 раза, чем на покупку. Ну, то мы видим как по своему портфелю мандатов на покупку и на продажу. Мы видим это у коллег, и мы видим это, мы это видим относительно того, какие переговоры на сегодняшний момент ведутся. При этом здесь следует отметить, что белорусскому бизнесу примерно 25 лет. И часть собственников задумывается, кто-то задумался, кто-то уже действует по передаче бизнеса либо по наследству, либо менеджменту. Соответственно, возникает необходимость менеджменту выкупить бизнеса, так называемый менеджмент buyout, или продажа бизнеса целиком. И здесь ключевой вопрос, который возникает вот в этом проблематике: кто будет управлять этим бизнесом? Потому что многие вопросы завязаны на собственнике. Собственник погружен полностью в операционной деятельности, не сформирована система корпоративного управления, совета директоров, где-то не до конца сформирована система управления путем принятия решений, основываясь на управленческом учете, анализа более детального рынка. Поэтому вот один из, скажем так, факторов, которые мы видим по нежеланию покупки 100% бизнеса, это нехватка кадров и структуры, которая сможет управлять этим бизнесом, а соответственно возвращать через денежный поток инвестиции в покупку. То бок, умоўна кажучы, ўсё завязанае на ўласніку, на стваральніку праекта, і калі ён хоча з гэтага бізнеса выходзіць, прадаваць сваю долю ці праект цалкам, сумневы у пакупнікоў узнікаюць найперш у тым, што будзе з кампаніяй пасля таго, як гэты яе асноўны рухавік яе пакіне, таму што ніякім іншым чынам
кампанія не управлялася ніколі. Ну, прыкладна так я гэта зразумеў. Так? Ну, если грубо, то да. Ну, я заўжды ўсё ў гэтай праграме спрашчаю, таму што думаю, што шмат людзей, якія нас глядзяць, яны не такія невялікія эксперты. Юля, у нас, у прынцыпе, застаўся час толькі для аднаго пытання, калі яно ёсць у цябе. Да. То... У меня два было вопроса, но хорошо, ограничиться одним. Да, во-первых, у меня вопрос... Один будет, пусть. Вопрос по поводу позиции Беларуси в международных рейтингах, как они изменились за этот год, и как это влияет на рынок венчурного финансирования, инвестирования. Какие можно сделать прогнозы именно в связи с рейтингами? Здесь как раз-таки я бы тоже не проводил прямые параллели в плане именно венчуров. Да? Мы видим ряд отчетов, которые предполагают безопасность ведения бизнеса, налоговые нагрузки, качество жизни и так далее. Если мы говорим про венчурное финансирование, которое предполагает работу с внутренним рынком, то здесь ключевое – это уровень доходов населения, реальные доходы населения. Если мы говорим про цели венчурных проектов, которые направлены на работу с экспортом услуг, товаров и так далее, то здесь, на мой взгляд, рейтинги не будут иметь существенное влияние, значение при принятии решения о вхождении либо не вхождении в такие проекты с точки зрения венчурных. Но, безусловно, падение в рейтингах – это общий негатив, который приводит как минимум к тому, что ресурсы, кредитные ресурсы дорожают для банков, а, соответственно, они это перекладывают на кредитование реального сектора. И здесь это получается вилка, да, потому что для некоторых проектов, которые рассматривали для себя в качестве источников финансирования кредитования, на сегодняшний момент кредитование, будем говорить прямо, оно ограничено либо прекращено. И одним из, а возможно единственным источником для продолжения будет выступать привлечение венчурного финансирования, что дает определенный рост, да, для количества сделок, пусть небольших. Таким, с одной стороны, непонятным путем снижение кредитных рейтингов дает нам уменьшение кредитования, доступ к кредитованию опосредованно влияет на увеличение объемов венчурного финансирования. Так. Што ж, сябры, як я і абяцаў, адно апошняе пытанне. Яно прагучала. У гэтай стартапніцы мы акунуліся ў чароўны магічны свет венчурнага фінансавання. Максім Додаляў, кіруючы партнёр інвестыцыйнай кампаніі Асер Капітал, дапамог нам подвесці, падсумаваць вынікі 2020 года і крыху зазірнуць у 2021. Я думаю, што і ў 2020 і ў 2021 спадарожнікам бізнесоўцаў, прадпрымальнікаў будзе невызначанасць, але тым не менш усё працягваецца, экасістэма развіваецца і інвестыцыі так ці інакш робяцца. Дзякуй, Максім, за гэтую размову. Папраўляйцеся, калі ласка, пахутчэй, да, вяртайцеся в строй. Вось, ну і спадзяюся на новыя якасныя аналітычныя справаздачы, на новыя крутыя сделкі. Юлія Нехай і Павел Свердлоў працавалі для вас з боку Еўрарадыё. Да пабачэння, пачуемся ў нашым эфіры.